пошел в театр, Якутский театр, вот, где по улице Конрашвили, в этом театре ждал одну девушку, да. Она, билетов не было, вот, но Был балет «Ромео и Джульетта» и «Барышня и хулиган», в двух отделениях. Был балет. И вот девушка стоит, а я жду, а ее нет, что-то случилось, думаю, не придет. И почему девушка, вам билет нужен? Он говорит, нужен. И я отдаю билет, и мы вместе пошли в этот театр. И там сели и начали друг с другом-то познакомиться. Ну, познакомились, с этого и пошло. Я стал, вот я потом, отпуск, отгулы закончились, уехал в Кулар. И оттуда писал письма. И вот оттуда и началось все это. И на следующий год, осенью, я тоже, вот, золотрей-то у нас отпуск, и отгулы бывает осенью, потому что сезон добычи золота, Ромыбка, и тоже вот к осени я вот, писал письмо последнее, вот, перед этой приездом. Ну, выйдешь ли замуж ко мне? И вот согласилась, и вот я приехал жениться. 30 лет было в то время. И вот так и приехал, и здесь сыграли свадьбу. Случайная встреча, и вот мы уже 50 лет живем, уже 51 год пошел. Просто случайно, там что, мой там парень или что, нет, просто случайно встретились, зашли в театр, все. Ну, потом развелось по-другому, вот и живем. Он в сентябре приехал, сказал, я женюсь, родителям моим сказал. Папа, мама, все живы были. Ну, хорошо, говорю, вы. Вот 12 сентября проливной дождь, мы пошли на регистрацию. Самое интересное, колец не было золотых. 50 лет назад это был дефицит. А мне говорят, тоже мне золотая, на Кулар золоте работает, золота нет. Но все равно какими-то путями нашли. И вот мы получили кольца. Зарегистрировались. 20 сентября сыграли свадьбу и поехали на Кулар. Медовый месяц был в Батагае. 15 дней мы сидели. Потом приехали. Я посмотрела, этот парень серьезный, взрослый по сравнению со мной, с образованием, куларский, на золоте работает. Я говорю, хорошо вы. А папа когда подумал, не знаю, когда ты подумал, что жениться на мне надо? Ну, писал же. Писал. Да, писал. Для меня самый счастливый момент, когда родился Никита старший. Вот просто было удивление, что такая может появиться ребеночек. Ребеночек небольшой родился. Родила тут на в Якутске родился. 7-месячный родился. Я просто был очень-очень спокойный. Алексей Семенович у нас главный. И по возрасту, и по старшинству. Все решает Алексей Семенович. Вот так, чтобы особо ссориться, нет, такого не было. Вот старые стали ругаться. По молодости некогда. Он на шахте, я в школе, 3 детей, ведерно-выносная система, ни дорога не было. И 3 детей мы родили, и вот она поступила в университет, заочно начала учиться, вот с 3 детьми. Так она туда-сюда ездила, и в Горный район моей сестры детей оставляла, и здесь сдавала экзамен.
просто уже привыкаешь друг к другу. Уже вот мы сейчас 50 лет живем, что он скажет, я точно знаю, что он скажет. Он тоже знает. Мы стали как одно целое уже. Так что сказать что-то, он отдельный, я отдельный. Только выйдешь из дома, где мама, только зайдешь, где папа. И ребята точно так же. Все-таки 3 детей. 2 пуларские, там же они родились все, дети. Вот так и живем. Внуков не так уж много. Сколько у нас внуков? 6. Старшая Никитина дочь живет в Лос-Анджелесе. Закончила чешский землеустроительный институт, вышла замуж, живет там. Вот это ее фотография. Вышла за Попова, Романа, с Новокузнецка, хорошо не иностранец. 2 по возрасту, вот Семен, 9 класс. А потом пошли меньше, самая маленькая внучка, 1 год и 1 месяц. Семья, одним словом, у нас сплоченная семья. Все-таки приучили мы их за столько лет. Поддерживаем друг друга всегда и всюду. Ну, наверное, поддерживать друг друга надо, во всем поддерживать. Споры будут, они без них неинтересны. Споры обязательно будут. Но споры не должны доходить до крайности. Кто-то должен уметь уступать. Кто-то должен быть спокойнее отнестись. Ну, брыкаться, можно брыкнуться, но это все в меру должно быть. Все время гладко не бывает. Совсем не бывает. Ну, вот так. Просто поддерживать и друг другу помогать.